110-летнюю Пятимат Миржоеву из Гамурзиева сегодня поздравили с наступающим Международным женским днем. Она мать 9 детей, бабушка 19 внуков, 35 правнуков и 7 праправнуков. Недавно бабушка отметила и свой юбилей. Несмотря на преклонный возраст, Пятимат не сидит без дела. Она вяжет одежду и раздает малоимущим. В гости к бабушке с подарками наведались сотрудники администрации Назрани. Вместе с ними и наша съемочная группа. Корзина фруктов, конфеты, букет роз Пятимат Миржоева дарит сотрудники Назранской администрации. Впрочем, поводов целых два – юбилей бабушки и наступающий женский день. Недавно Пятимат отметила 110 лет. В таком возрасте можно пожелать только здоровья, которого ей немножко не хватает. Конечно, здоровья ей. И все остальное, по-моему, насколько я вижу, у нее есть. Внимание и забота, оказанные в преддверии праздника, по словам долгожительницы, уже сам по себе прекрасный подарок. Далее вечер устающий. Возможно, в коче ждали, а ты вахом шрудинит, безлилщик, сахалщик, тархаях шмарный дыхет. Мягко восхищал. Припоминая свои прожитые годы, бабушка делится. Жизнь была непростой, многое увидела и пережила. Потеряв родителей в 12 лет, домашние хлопоты и присмотр за младшими 4 братьями и сестрой легли на ее плечи. С детства, приученная к труду, своим примером воспитала любовь к нему и в 9 детях. Папины коллеги по работе, папе часто задавали вопросы. Осман говорит, что у вас там в огороде, что вы там в огороде делаете? Говорит, у вас всегда чистый огород, черная земля, говорит, там, или кукурузу посадим, там, или картошку посадим. Сорняка, говорит, мы не видим у вас, мы не видим в огороде у вас. Ну, дело в том, что мама сорняк выдергивала руками, весь сорняк выдергивала руками, и в какой-то момент он просто перестал расти. Его просто не было в огороде. А уже 40 лет подряд свою заботу и тепло бабушка Пятимат дарит не только детям, 19 внукам, 35 правнукам и 7 праправнукам, но и другим. Большую часть вещей, которые сама же вяжет, она раздает нуждающимся. Вот и сейчас эту жилетку только начала, а здесь готовая партия. За эти годы бабушка успела в прямом смысле согреть более 2000 нуждающихся. В основном она дарит, где-то услышит, что там малоимущий человек, если семья какая-то есть, туда делает, значит, им адресно делает, родственникам, там, знакомым, гости приходят там, и так далее. В принципе, эти кофты присутствуют во всех регионах России. В Европе, в Америке они есть. А на этой фотографии еще один пример трудолюбия, честности и доброты. Лемка Барахоева, доярка. У нее были самые большие надои молока. Сестра отца была первой из горянок, представленной в Советском Союзе как герой социалистического труда, причем дважды. Некоторое время на ВДНХ в Москве простоял ее бюст с 2 звездами героя социалистического труда. Но в связи со смертью, кончиной ее, она не успела получить 2-ю звезду. Человек был легендарный, трудолюбивый, в общем-то, носитель положительных эмоций. Здесь в округе, из этого села, из окружающих сел, вообще с Назрани многие обращались к ней за поддержкой, за советом, всем помогала, поддерживала. Чтобы память о тете была всегда не только в семейных архивах, родственники обратились к главе Назранской администрации с одной просьбой. Они хотели бы назвать улицу и школу в честь нее. Конечно, герой социалистического труда, это серьезно. Мы обязательно на своем заседании рассмотрим этот вопрос и будем содействовать, чтобы этот вопрос был решен. Ну а в планах героини нашего сюжета связать как можно больше жилеток и осчастливить других, как она считает, своим скромным подарком. Возможно, этим она оставит теплую память в сердцах многих людей. Хотел бы, чтобы утром, когда я встаю и захожу, чтобы вот эта картина, когда она сидит, вяжет, чтобы эта картина всегда сопровождала меня мою всю жизнь. И чтобы перед сном ночью я мог зайти, пожелать ей спокойной ночи, пообщаться с ней. Я думаю, вот это самое большое богатство и самые большие мои пожелания. Вас всех мы поздравляем, всех девочек с 8 марта. Чтобы все ваши хорошие мечты сбылись, здоровья, счастья и расхода. Дана Плиева, Магомед Белакиев. Новости 24.